Czy możemy tam trochę podejść? Tak, możemy tutaj na ulicy zostać. A, okej. Tak, idziemy. А, окей. Пришел. Что? Давай. Ну давай, заходи, блин. Суртан. Окей. Я Лоншев. Камеру. Окей, камеру я переверну. Добре. Так, ну, в общем, мы подсоединились. Передай, что там? Очень много людей, все очень солидарные. Все за мир, все за добро, все против зла. Да поможет нам Аллах, великий Творец, Создатель, добрым людям. Спросили людей, что они думают по поводу смерти Навального, какие действия хотели бы предпринять. Сколько примерно людей там находится? Больше 50, больше 100? Извините, могу с вами поговорить на русском, по-польски? А, только по-польsku. Dobra, a czy mam takie pytanie? Jestem teraz na żywo z kolegą z Buriacji, który też walczy o sprawiedliwości w tej stronie Związku Radzieckim. Ja też jestem z Turkmenistanu aktywistą. I teraz on ma takie pytanie. Powtórz? Zurtan, powtórz. Jakie masz myśli na przyszłość na ten temat, że z tej sytuacji, co to znaczy, jaki to sygnał, na co? Że czas na zrobienie walki przeciwko zła. Wie pan co? Ja jestem dziennikarzem, przyszedłem tutaj rejestrować protest. Bardzo miło mi poznać pana. Rafał Górski, bardzo miło. Rafał Mincedar, jestem Turkmenem. Więc no nie mogę się wypowiadać w ten sposób na ten Ну temat. так, извиняюсь, пожалуйста, а вы по-русски понимаете? Могу я у вас спросить? Мы просто сейчас с бурятом, активистами тоже на эту тему пришли, очень глубоко скорбим, но и, конечно же, скорби тоже должен прийти конец, потому что надо уже брать ситуацию в руки, по-любому. А сила где? Сила в правде. А правда где? Где ее много? А где ее много? Где бедный народ, которому ничто не осталось терять. Ваше мнение? Можно, да, вас снимать или нет? Лучше не Окей. Я бы попросил. Зуртан, слушай. Свободу политзаключенным! Свободу политзаключенным! Свободу политзаключенным! Свободу Как вы политзаключенным! смотрите на будущее? Свободу Есть ли политзаключенным! что добро победит зло? Значит, правду говорим, там находится умирает. Она переходит с поколения в поколение, пока живет человек. Путин тоже внезапно смертен. Только он про это забыл. Абсолютно. Это и христианство, и иудаизм, и ислам тоже об этом говорит. Все живые познают вкус смерти. Так? Мегафона нет, что ли? Не разрешают? Не разрешили? Не знаю. Или мегафона нет? Я бы свой принес, если знал, что. Кажется, очень какие стихийная акция произошла, да? Такая, срочная. А вы знаете какие-то подробности об этой ситуации с Навальным? Что можете рассказать? Нет, я только пару часов назад узнал. Ага, вот. Как А что нам именно сразу узнали? привет. Потому что мы тоже не совсем полностью все Узнал из понимаем. источников, что он умер. По Умер. состоянию здоровья, да. В общем, то, что это вот сейчас плавает в интернете, а правда это или неправда, это известно? Это подтвердило Министерство, МИД России. Который тоже Путин что скажет, то делает. Да. Так. Сторонники Навального еще не подтвердили. Они ожидают. Правильно. Интересно, как вы думаете, что они задумали? Кто они?
Злые силы. Злые силы, Путин. Силы зла. Пусть будут так. Силы зла Мир- хотят еще на один срок остаться в России. Хочет остаться на один срок? Да. Ой, он не верит. Он же говорит, что он верит в религию, христиан, в ислам, в Коране есть правда на свете, а сам что делает? Он же нарушает священное обязательство раба Божьего. Он А что верит с таким- только в свое благополучие. Вот, например, вы христианство предпочитаете? Я католик. Ну, хороший, религиозный человек. Значит, вот как вы думаете, вот, что нам говорит Аллах, Иисус, алейхиссалам? А вы с России, да, или с Белоруссии? С России. С России, с России. С России это Зуртан. Молодой человек, правильный. Вот как вы думаете, вот что говорит религия об этом теме? Иисуса алейхиссалам? Я думаю, вы так знаете. Вы прочитали ее, понимаете смысл на русском, там, на Конечно. понятном себе языке? Ну, так очевидно. Как и мы, например, Коран. И все знаем, что все говорили, Бог един. Я его пророк. Верьте в Божий судный день. Не забывайте об этом. Так? Все смертные. Что говоришь? Что за кто? Григория, Андрея Григорьева? Знаю я, блин. Тут не пройти, не проскользнуть, что я толстый, блин, не хочу людей беспокоить. Там можно Чем добрый? попробовать. Можно? Большое спасибо. Пожалуйста. Верим, чем вам чуйки, молимся. Это самое сильное оружие молитва. Даже теоретически. Меня увижу. Вообще красиво. Сердар, салам. O, cześć. Siema, co tam? Jestem na żywo. Zurtana mam. Wiesz Zurtana? Zurtan это тут. Александр Печенко. Путин убийца! Аня. Убийца! Аня. Убийца! Путин убийца! Путин убийца! Путин убийца! Путин убийца! Путин убийца! Просто дурак. Убийца. Ну, видишь, слышишь, да, Зуртан? Вот сейчас. А в общем, у него вопрос. Какой у тебя был вопрос? Повтори его, пожалуйста. Сейчас, секунду, нет, чтобы все слухали, слухай. No teraz mów swoje pytanie. Możesz po polsku? Погоди. Блин, не прослушали. Что делать? Ну, в ютубе еще выставили. А ты видел этого Андрея Татарина? Сначала я хочу поблагодарить премьер-министра Польши Дональда Туска за его слова, адресованные Алексею Навальному сегодня. Я надеюсь, что эти слова, как и слова других лидеров, приведут в действие, Спасибо, Я хочу сказать, что нам никто не даст избавления. Никакая чужая армия, никакая чужая... Так, эфир на паузе, там, видимо, звонок поступил, может быть, еще что-то произошло. Так, сейчас. Он всегда призывал к политическому участию. Теперь его с нами нет. Теперь каждый из нас должен стать патриотом страны, призывающим к политическому участию. Каждый день, пока не рухнет этот режим. Ну, в общем, там либо глушилка стоит, либо слишком много народу стримит, и поэтому связь очень довольно плохая. Ну, конечно, слабовато Варшава на лидеров русской оппозиции. Что-то... Все нормально, я эфиром делюсь. Хотелось поставить Не памяти, закричать свободу Алексею Навальному. Глушилок нету, все чисто работает. Слушаешь меня, Зуртан? Да, я слышал, там некоторые лица узнаю. Имя Навального мы никогда не забудем. Свободу России! Свободу России! Андрюха. Свободу России! Свободу России! Свободу России! Свободу России! Свободу России!
Смерть тирану! Смерть тиранам! Их много в бывшем Советском Союзе. Всех валить разом надо, и туркменского тоже. В первую очередь очаг зла, блин, в мире. Гурбангулы. Я пришел похвалить вас. Я считаю, что важно, что каждый вышел. И важно смотреть на то, что нас объединяет. Вас объединяет. То, что каждый здесь чувствует что-то. Что вы еще не разочаровались. Я предлагаю вам действовать вместе и делать то, что каждому из нас посильно. Нужно продолжать показывать, что мы не одни. Нужно дальше говорить с людьми из России. И нужно высказываться там, где они не могут. Алексей Навальный, жертва режима. Непростительная, но не первая и не последняя. Эта система ест людей. И на месте Алексея мог быть каждый из нас. И будут еще люди. Каждый день эта жуткая машина есть больше людей. Но это не время для отчаяния. Это время скорбить и негодовать. Это не время для апатии. Это время чувствовать. И важно помогать чувствовать тем, кто вокруг нас разочаровался. Темнее всего перед рассветом. Свободу политзаключенным! Свободу политзаключенным! Россия будет свободной! 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 Человечество тоже будет свободным! 100%. Да, мы, конечно же, желаем свободы и всем жителям постсоветского пространства, живущих при диктатурах, неважно, со Средней Азии, они из Белоруссии, с Украины, с Центральной Азии. Друзья, у нас появился мегафон, хотя у меня без мегафона как раз и голоса уже не оставалось. Поэтому подходите, будем выступать. Я надеюсь, будет слышно тем, кто приходит. Людей я вижу много и на той стороне. На самом деле, здесь не самое комфортное место для митинга. Я нашел Андрюху, стой. Здесь не центральная площадь. Жирный затылок. С одной стороны, мы всегда, когда организуем митинг, думаем, куда выходить. В центр, чтобы нас больше видело поляков. Или выходить к российскому посольству, чтобы нас видели. В российском посольстве эти воры, убийцы, фашисты, нацисты, которые превратили нашу страну в диктатуру, которые устроили кровавую бойню в Украине. На самом деле, как я всегда говорю, не важно, куда мы выйдем, важно, как мы выйдем и сколько нас. Здесь уже говорилось о том, что надо выходить как можно больше. Я еще раз, кстати, объявлю, что митинг в годовщину войны, когда будет 2 года войны, пройдет здесь, у посольства, 24 февраля в субботу, начнется в 2 часа. Приходите, мы будем вспоминать и Алексея, я уверен. Мы будем говорить против войны, против Путина. Мы будем говорить. Так, Сердар немножко отключился. Ну, там, видимо, куча народу ведет трансляцию, вы можете посмотреть по различным другим, значит, каналам. В сказках и советских фильмах нам говорили, что и показывали волшебный голос Джельсонина. Голос правды. Я не знаю, возможно, те, кто помоложе, даже не помнят такого фильма или сказки. Погуглите. Чтобы всем видно было. Они про мальчика, который пришел в город полный лжи. Сердар, ты можешь проинтервьюировать сейчас Андрея? Полный пиратов, убийц. Он пришел и просто начал говорить. Вы знаете, таким голосом был же Алексей. Он все время говорил нам о правде. Он говорил о том, что нельзя бояться, говоря правду. Он рассказывал нам о том, как они воруют, какие они убийцы. И он не боялся говорить, это его боялась власть. Андрей, удивительно, ведь Навальный не был вооружен. Навальный не призывал взять Кремль штурмом и повесить Путина. Навальный организовывал мирные акции протеста и рассказывал про них. Они его боялись. Они боялись его слова. Вы знаете, вот на тех, кто уехал, сейчас лежит как раз гораздо больше ответственности.
Больше ответственности за то, чтобы донести до россиян правду, чтобы ее говорить. Я знаю, что многие думают, ну, вы знаете, мне еще мало ли вернуться, мне еще мало ли придется приехать в Россию и тоже испытывать, может быть, некоторые иллюзии. Вот сегодня уже говорили, иллюзий больше нет. Друзья, в эту Россию фашистскую возвращаться нельзя. У меня очень хороший друг, знакомый, юрист движения многие годы, Евгений Молотов, жил в Казахстане, вернулся, потому что нужно было помочь отцу. Он заболел раком. В январе, когда он уже вроде собрался уехать, его арестовали. Сейчас он в СИЗО. Знаете за что? Если кто-то не в курсе. Нет? За 1000 рублей, перечисленную в ФБК в августе 2021 года. В СИЗО. Под арестом. От 3 до 8 лет. За сраную 1000 рублей. Ребят, нам некуда возвращаться. Пока в России существует режим Карточка не истекла. путинский, пока не сдох Путин, нам некуда возвращаться. И не испытывайте иллюзий. Не рискуйте. Лучше делайте все для того, чтобы этот режим рухнул. А мы можем говорить правду о происходящем. Нам это проще, писать ее. Мне часто говорят, вы знаете, я в этом контакте не сижу. Да, там сидит до хрена всяких этих профашистско настроенных, пропутинско настроенных идиотов. Но и им надо рассказывать правду. Поэтому да, я пощу ВКонтакте новости, для того, чтобы они знали правду о войне. Поэтому говорите, рассказывайте, сообщайте эту правду. Алексей это нам по сути дела и всегда говорил и показывал пример. Поэтому не мириться со злом, продолжать борьбу. Это важная часть каждого из нас. И в какой-то мере, наверное, ответственность перед самим Алексеем, перед его памятью. И я уже говорил, но повторю, тому, чего он нас учил. Я не боюсь, и вы не бойтесь. Нельзя бояться. И когда я познакомился с Алексеем и шел этой дорогой, такой же, по сути, как он, только в Вологде, мне всегда было некомфортно бояться. Да, в меня стреляли, мне пробивали голову, мне жгли машины, но каждый раз мне хотелось встать и идти дальше. И не бояться. И когда Алексей произносил эти слова, и когда 23 января 2021 года я выходил на митинг, и когда уже не смог выходить на него 30 января, потому что уже сидел в спецприемнике, как я потом не мог доехать до митинга. Счастье. Я не мог доехать даже до митинга 21 апреля, потому что меня арестовали уже накануне. Но я понимал, что я буду не бояться и призывать. И даже в какой-то мере уезжал я из России не потому, что я боялся, потому что переживал, наверное, за семью, но я уезжал, чтобы работать. Я понимал, что я из тюрьмы ничего не смогу. И я уезжал для того, чтобы выступать против войны, писать против войны, публиковать что-то против войны. Вот здесь, как вы знаете, уже 1,5 года участвую или организую, или соорганизую митинги, потому что я мириться с этой тварью, сидящей в Кремле и захватившей Россию, не хочу. Чего и вам желаю. Так может. To jest kolejka. Do obsługienia? Ale ja... Dobra. Tak. Dobra. Аня, привет. Привет. Как операция прошла? Хорошо, спасибо. Супер. Хорошо себя чувствуешь? Да. Дорогие друзья, я поляк, я бы хотел сказать пару слов от имени поляков, наверное, не всех, но от имени тех, которые, как я, воспитывались и учились русскому языку на песнях Буатов и Джавы Владимира Высоцкого. Я хотел бы сказать, что я тоже сегодня здесь пришел, и многие мои коллеги поддерживают вас и восхищают
то, что делал Алексей, и то, что делают многие другие. В России, в Польше мы тоже боролись, но много лет, но все равно сравнять это не с чем у нас так тяжело не было. И в такой ситуации, наверное, не было. Я хотел, чтобы вы знали, что мы вас поддерживаем. И все равно будем поддерживать и восхищаем то, что делаете для освобождения своей страны и человечества. Спасибо, что вы здесь. Аня. Всем добрый вечер еще раз. Еще раз повторю, что сегодня настало время взять на себя ответственность, потому что Алексей остается символом борьбы в наших сердцах, символом непреклонного движения вперед и символом ответственности за нашу страну. Сегодня каждый из нас должен взять как можно больше ответственности на себя. Мой личный рецепт — это хотя бы каждый день с начала войны делать хотя бы одно, хотя бы маленькое действие. Если каждый из нас начнет так делать, результат будет гораздо больше. Вместе мы можем построить гражданское общество. И если мы построим активное, политизированное гражданское общество, большое, тогда диктатура неминуемо рухнет, потому что чиновники начнут колебаться, потому что это так всегда работает. Только сами люди, сами россияне при помощи своей ответственности могут свергнуть этот режим. Никакая чужая армия, я согласна, нам с вами не поможет. Мы должны сами брать эту ответственность. Поэтому, что касается россиян за рубежом, вот эта сторона дороги и вот та сторона дороги. 24 февраля будьте на митинге. 17 марта будьте на полудне против Путина, и после него будет митинг в центрах городов. То есть отдельно голосование, отдельно митинг. Это важно. Ну то есть на голосование надо идти. Мы должны перестать поддерживать язык вражды между собой и между диаспорами разных стран. Но сначала между собой. Если мы не прекратим собачиться, если мы не прекратим ругаться, как мы будем объединяться с постсоветским пространством, если не можем с собой солидаризироваться? Поэтому давайте скажем: солидарность — наша сила! 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 И пусть эти слова перестанут быть просто словами, в конце концов. Сегодня мы как раз должны эти слова воплотить в действие, перестать ругаться, начать объединяться, начать что-то делать более активно. Нет бесполезных действий, каждая мелочь важна. Каждая мелочь — это мелкий шаг к результату. Еще раз, бесполезных действий нет. Приходите на митинги, чтобы у нас всегда было минимум столько, а не горстка. Поляки видят горстку, режим видит горстку. Это развязывает режиму руки. Нас должно быть видно, нас должно быть слышно, нас должно быть много, нас должно стать больше, чем сегодня. Чтобы 24-го нас было больше, чтобы 17 марта нас было больше, чем сегодня. Давайте это сделаем, это минимум, что мы можем сделать против этого жестокого фашистского режима. И еще раз, одно действие каждый день, пусть это будет мелочь, но это будет действие против войны и режима. Одно любое. Все, спасибо. Спасибо. И... Навальный! 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 Спасибо. Нажимаем кнопку. Кнопку нажать и держать. Навальный! 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 Навальный!
Всем здравствуйте, салам алейкум, приятного времени суток, кто нас смотрит из других регионов мира. Хочу всех поприветствовать из братской республики Туркмении, Туркменистан. И как раньше говорили, рассказывали всем нам в детстве сказки, когда братьев позвал отец, их разъединил, и они ломали стрелы по одной. А когда они собрали все стрелы, они не смогли это сломать. Значит, получается, если в бывшем Советском Союзе, не только в России, а во всем бывшем Советском Союзе управляют тираны, которые управляются, к сожалению, вместе называемым Кремль, и которые там сидят претарианцы, не вымершая Римская империя, в общем, решила там ожить в этом бывшем Советском Союзе. И что у нас сейчас получается? Просто нас опять же разделывают. Россия кричит «мы сами», туркмены кричат «мы сами». Все мы разом. Когда в один прекрасный день это все начнем разом по всему бывшему Советскому Союзу, это произойдет, и Аллах нам поможет. Аллах, великий Творец, говорит, что люди, которые будут в меня верить в сложные времена, самое сильное оружие у них будет вера в меня, в Бога, в Творца. И когда вы будете в Него верить и сделаете свой шаг, помните, что страх, сердце врага будет переполнен страхом, потому что они боятся смерти. Да нех жонжит солидарность святу. Путлер капут и диктаторы капут. Путлер капут и диктаторы капут. Путлер капут и диктаторы капут. Да, немножко не поддержали, да? Ну ладно. Неважно. Да. Спасибо всем. Навальный герой! Путин убийца! Навальный герой! Путин! Навальный герой! Навальный герой! Навальный герой! Навальный герой! Навальный герой! Навальный герой! А Путин кто? Путин! Путин! Быдло! Путин убийца! Путин убийца. Хуже. Путин убийца! Сейчас важнее всего Сейчас важнее всего помнить, что Любовь сильнее. А ты знаешь, мне нравится его называть Путлером. Тут мне, говорит, надо было Путин сказать. Говорит, я говорю, с первого дня Путлером называю. свобода. Ну, он реинкарнированный Гитлер просто. Что он говорит Тейкеру Карлсону? То же самое. Пример приводит от Гитлера. отстаивать и бороться за свои права. Только когда Они мы реально сможем хотят устроить отвоевать концлагерь, и защитить их иметь сами, людей рабов, когда мы станем которые будут неумолимой, за но куска грозной хлеба друг силой, друга убивать. способны показать зубы каждому, кто решит посягнуть на них. Не будет политических заключенных, не будет тех, кого убивает преступная власть, не будет самой преступной власти. Как вы Прав думаете? не дают, Как прав, вы думаете? права берут. Мотивация? Что мотивация? Какая будет мотивация? У кого? Правильно, правильно. Какая будет мотивация? У народа. Мотивировать же надо же всех. Drodzy przyjaciele, Экономика в первую очередь. Я, если Przyszedłem проглубинный народ tutaj Про всех надо говорить. z sercem złamanym, сердце. pełen bólu i gniewu. Ból dlatego, że poznałem Aleksieja Nawalnego i wiem, że był wspaniałym człowiekiem. Był prawdziwym bohaterem. На всех митингах есть тут мужчины. Bardzo go podziwiałem. Первый раз. Byłem tutaj z wami wiele razy, krzycząc "Swobodu palić zakluczonym! Реально? Swobodu Nawalnому!" Из Варшавы, я не знаю. Нет. I dzisiaj, Есть dzisiaj це ООН. Принятая Кофи Аннан. Так, Ты знаешь они? Nawalny w pewnym sensie jest wolny, не в плане конкретно. ale dopiero teraz Найду, не знаю. ta władza pokazała, na czym naprawdę jej zależy. Секундочку. Ta władza potrafi dać wolność tylko w ten sposób, że zabija. Ta władza w Moskwie nie ma dla Rosjan żadnej innej oferty wolności, tylko taką, kiedy już ich zabije. No wtedy jesteście wolni. Tak. Ну, Ale nie интересно. możemy na to pozwalać. To nie może tak być.
żeby kraj, który jest też w Europie, miał takie prawa, miał takie zasady w środku, że ludzie są tam jak w jednym wielkim więzieniu. To jest jedno wielkie więzienie. Putin, ty zrobiłeś z Rosji więzienie. I to takie, w którym nie obowiązują żadne zasady. Takie, w którym więźniów, którzy w więzieniu Когда была ситуация с Забияш. Чаушеску и Милошевичем здесь, Putin, jesteś видел zabójcą. состояние народа, большинство на улице, но они их убивают. Что он Dlatego, moi drodzy, krzyknijmy to razem. делал? Ехали за Навальным. Nawalny герой. Победить тирана. Putin trus. Это надо Nawalny герой. можешь сказать. Putin trus. Nawalny герой. Брось эту идею, пусть живут. Nawalny герой. Putin trus. Я должен. Nawalny герой. Putin trus. Если дадут слово сказать. Nawalny герой. Putin trus. Nawalny герой. Putin trus. Tak. Właśnie Putin jest tchórzem. To jest właśnie podstawa jego całej konstrukcji psychicznej. Gdyby był normalnym człowiekiem, nie bałby się stanąć do uczciwych wyborów, w których mógłby wygrać albo przegrać. On organizuje tylko teatr, który nazywa wyborami. Teraz zbliżają się kolejne teatry. Jak tylko ktoś próbuje rzeczywiście uwierzyć, że mogą być wybory w tej współczesnej Rosji, no to w najlepszym razie unieważnia się mu odpowiednią ilość głosów, odpowiednią ilość podpisów i już jest pozamiatane, bo nie ma konkurenta. Ale jeżeli ktoś, tak jak Aleksiej Nawalny, walczy do końca i nawet kiedy go próbują zabić, kiedy go próbują otruć, on ma w sobie tyle odwagi, że mimo to wraca. Chce się stać symbolem walki, oporu przeciwko tej dyktaturze, przeciwko tej tyranii, która siedzi na Kremlu. To wsadzają go prosto na lotnisku do więzienia. Sądzą po kolei, ile już było tych procesów. I na końcu nawet tego nie jest dostatecznie dla tej zbrodniczej władzy. Jeszcze musi go po prostu w tym więzieniu zabić. To jest po prostu zbrodnia. To nie jest śmierć. To jest zbrodnia. Putin jest zbrodniarzem. Putin jest Zbrodniarzem! 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 A jakbyście nie rozumieli tam, którzy słuchacie, którzy będziecie przeglądać zapisy z tych kamer, to jeszcze wam powiemy po waszemu. Putin ubijca! Putin убийца! 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 Путин убийца! I jego miejsce nie jest w pałacach kremlowskich. Żądamy i mamy nadzieję wkrótce to zobaczyć, jak О, блин, я сейчас это Putina как жду. zawiozą do Hagi. Должен Putina w Gagu! 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 Путина в Гагу! Drodzy, kończę na tym,
Ale powiem wam, że to jest jeden z najsmutniejszych dla mnie dni. Kiedy widzę, że mój prawdziwy bohater, naprawdę podziwiany szczerze z całego serca, Aleksiej Nawalny oddał dzisiaj życie za wolność, poświęcił wszystko co miał, poświęcił tej walce, poświęcił tym wartościom, w imię których my też tutaj dzisiaj stajemy. Там кто-нибудь кроме меня вообще будет? Dzięki temu все nigdy nie zostanie przez nas zapomniany. Все будут, не переживай. Aleksiej, Главное, чтобы был иман. my Ciebie nie zabudiem. Aleksiej, my Ciebie nie zabudiem. Алексей, мы тебя не забудем. 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 А информация Алексей, подтверждена уже? мы не забудем. И еще, Официально, да. не забудем, не простим. 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 Nie zabudiem, nie простим. I tyle. Dziękuję wam, żeście przyszli. Кто-то у нас хотел еще спеть. Будем или нет? Можно я еще один раз что-то скажу? Можете подержать? Давай. У нас просто по времени уже сейчас. Окей. У меня большая просьба, друзья. Вы так стали совсем нас прижимать. Чуть-чуть вот назад, если можно. Это... Горит. Вы выступите? Да. Пожалуйста. Вот сюда пока встаньте. Да. Вот. Опа. Просто на кнопку нажимать. Да, на кнопку нажимать, держать. Сегодня я хочу сказать 3 фразы, наверное, которые, сам Алексей хотел бы сегодня сказать. Это не отчаиваться, не сдаваться и идти до конца. Сегодняшний день, мне кажется, показал нам самим, насколько нас много. Посмотрите вокруг себя, посмотрите на лица людей, которые стоят рядом с вами. Тут фу не сглазить. И это самое главное сейчас. Понять это. Понять перед митингами, о которых говорили 24 февраля, 17 марта и дальше. Потому что на этих митингах дальше не закончится наша борьба. В этой борьбе самое главное сохранить себя и нашу веру. И это то, ради чего Алексей Навальный на самом деле тоже старался. Всем народом на Москву. Россия будет свободной! 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 Супер. Друзья, Да, если ты кто-то еще еще хочет молодой, выступать, ты- поэтому ты- давайте, может, там тебе подходите это сразу. У нас идет, просто по это времени будет уже... Или бомжевать все осталось. Я еще раз напомню, у меня просьба, пожалуйста, вот чуть-чуть в сторонке, пожалуйста, диалог. Отойдите, если вы хотите переговорить. Это давай очень туда важно. Сейчас Да, стоит эта девушка, сейчас, отсутствует, да? Извиняюсь. Если кто-то уже уходит, я просто вижу, только собираете. Я напомню то, что говорил, может быть, многие не слышали. Не уходите просто так, обнимите того, кто рядом. Так, Мы сейчас нужны друг другу, это реально помочь как-то преодолеть эту боль. Не уходите просто так и постарайтесь обнять, еще раз говорю, кого-то пожалеть. Вот спасибо девушке, которая Зултан, ты подошла, долго сказала, собираешься сидеть в эфире? Я сегодня сам борюсь с эмоциями, и это очень тяжело. Давайте там выступающие, вот девушка Антона, если кто-то еще один, я не знаю, вот еще предлагали поляки спеть песню, и Да. ближе ко времени будем заканчивать. Я не умею говорить, я никогда не выступала на митингах, но единственная вещь, которую я поняла сегодня, это только нужно не молчать. Многие писали разные вещи про Алексея Навального сегодня. К моему удивлению, у кого-то повернулся язык, поднялась рука писать и злое, и плохое, и неприятное. Мы можем думать разные вещи про него, но он был больше, чем человеком. Он стал символом. Он стал символом того, что мы можем говорить друг с другом, что мы можем не бояться говорить Я правду, говорю, почему здесь свободно? что можем так говорить с приятно миром. стало? Он остался жив в наших сердцах.
Ну, супер. в наших рассказах, в своих расследованиях. И я думаю, что, несмотря на то, что у многих из нас сегодня что-то оборвалось внутри, и на какой-то момент показалось, что надежды нет, что все бессмысленно, что того человека, за которого мы все выходили на митинги, больше нет, главное, что мы можем сделать, это не молчать. Не молчите, говорите с поляками, говорите со своими друзьями, говорите со своей семьей, которая осталась в России. Говорите с теми, кто вы знаете за Путина. Говорите с теми, кто поддерживает этот кровавый режим. Потому что только так вы сможете их переубедить. Только так мы сможем быть вместе. Только так нас заметят. И только так мы победим. Не молчите. И только тогда Россия станет свободной. И Россия будет свободной. Спасибо. В одном правильной паблике Говорят, что написали. история повторяется. Ну да, это с тыльной стороны, человек, так четко который видно. критиковал власть и говорил, что мы все можем жить лучше. Эта власть его убила. 2000 лет спустя история повторяется. А те, кто сейчас называет себя лидерами православной страны, и есть та власть, которая повторяет эту же историю. И те люди, которые называют себя верующими, православными, ходят в церковь, где слушают проповеди о том, что это государство, которое убивает этих политзаключенных, оно хорошее. Они слушают проповеди в поддержку войны. Все это лицемерие. Представьте, что вы будете делать сейчас, если бы эти события происходили 2000 лет назад. Чего стоит ваша вера, если вы сейчас поддерживаете? Так, кто здесь есть знакомый? Так что... Нет, я сейчас сюда. Благодарю за эфир. Большое спасибо. Ты радио закончил свое? Или в радио сидишь еще? Сейчас я тебе говорю, благодарю за прямой эфир. Ага. Ну не, я сейчас на другую сторону улицы перехожу. Что ты спешишь? Рахмат. Ты отключаешься, что ли? Ага. Ты на радио все еще? Угу. Сейчас предлагаю попробовать песню «Поляки», давайте попробуем. Я не буду сам не помню, открывать, я не звука. Знаете, вот сейчас снимали идею, и мы просто потихоньку говорили, которые правильные слова. Я когда же уже Навального начинал читать, у него же в ЖЖшке висела такая аватарка, и там было записано: финальная битва между добром и нейтралитетом. Вы знаете, главная битва идет с нейтралитетом, с теми, кто вот как раз не политик, те, кто журналист. К сожалению, все равно. Вот с этим надо бороться. Рассказывать, говорить то, что старался делать Алексей. Я вам могу сказать одну историю. Когда я был в больнице после первого митинга, Алексей уже был арестован, это январь 21 года. И мы смотрели в дворец. У меня в палате было 5 мужиков, один дед, 180 лет, 82 вроде бы. Казалось, потом бывший руководитель какого-то районного райкома партии.
Абсолютный запутник. Вообще, вот просто за абсолютный запутник. Когда вы посмотрели фильм «Туалет», он долго молчал, только утром уже он сел поговорить со мной, больше узнать про Алексея. И он сказал, я просто даже не мог себе представить, насколько страшно все это воровство. Поэтому в том числе частью может быть какой-то работы, памяти, того, что есть. Можно поставить себя в роли Алексея, напомнить, как раз рассказывать о том, что он делал, и за что он был. Давайте попробуем представить как-нибудь, может, я потом буду заканчивать. Aka, bağlasan üçün gelmedin beri. Aleyküm assalam. Buradaki oğlum yaxşımı? Ne? O Rusiyanın halkı o Navalny alıp aktivistini Putin'e karşı görüşeni, zalime karşı görüşeni ağzı birlik bilen cemlendiler. Rusya'nın asasiyasının önünü bizden birlikte şunların diktatörlere karşı görüşer. Bakıyoruz. Przepraszam? Co się pan tak śmieje? Pan człowiek umarł, wie pan? Nie. On taki wesoły. Ale ama odpowiedzialnie, że jeszcze nie wiadomo to. Nie potwierdzone jest przez opozycję. To mamy nadzieję, że on żyje. Возьмемся за руки, друзья, возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке. Спасибо. Assalomu alaykum. Валейкум. Я Дэн Сертара Гомы. Yaxşı, yaxşı. Тут здесь народ России собрался перед посольством Польши в поддержку Навального. Есть информация, что правительство сказало, что Навальный мертв, подтверждено через телеграф, но оппозиция эти данные отвергает. Оппозиция еще не имеет подтверждения, что Навальный умер. Секунду, мне надо ответить на телефонный звонок. Salam alaikum. Ne Polsza? Rozpoczęła Ale ofiar rosyjskiej agresji. Rosyjski agresörden kaçı var Polşa'da Varşava'da. Neden? Yok, Polşa'da Rusya'dan halkı Putin'e karşı miting ediyor. Pasaportunun önünde. Rusya'nın pasaportunun önünde. Фонарики, я думаю, что мы сейчас объявим минуту молчания перед тем, как закончим. Давайте включаем фонарики, минуту молчания. Yani оппозиция ölüne diye. Ay, nasıl işmiyor?
adamların ağzı birliğine. Işık dışı. Işık ışık neyse bu adam. Varsiyette her bir elde yanılmaktı, Putin'le oluyor. Türkmen'le yanılmaktı, ve Muhammedler yok oluyor. Сотни митингов. Я много раз, заканчивая их, говорил спасибо тем, кто пришли. И, конечно, я говорю вам спасибо. Но сегодня, наверное, все вы понимаете, мы пришли каждый для себя. Я не знаю, как сегодня сказать. Всем пока, спасибо, что пришли. Мы встретимся в следующий раз, потому что, еще раз говорю, я, уходя с митинга, каждый раз испытывал надежду. Надежду на то, что, может быть, маленьким результатом этого митинга будет что-то существенное, что-то изменится, что-то перейдет в какую-то другую стадию, и есть надежда. Я первый раз стою, когда у меня нет надежды. Больной, печальный, просто невозможный. Ты те, кто испытывает такой же боль, что находится в шоке. Ты не понимаешь, как это пережить и что с этим делать. Который есть каждого из нас, из которой нельзя выжить все. Нам будет не хватать его чувства юмора. Нам будет не хватать его... Информация подтвердилась. Что? Информация подтвердилась. Нам будет не хватать его живых слов. Нет, говорили, что правительство так говорит, а оппозиция еще не подтверждала, не подтвердила смерть Навального. А, в смысле смерти? Да. А, это что они там подтвердить могут? Ну, и каналов нету там связи. Думаю, есть. Не думаю, что все офицеры российской армии, МВД и других служб такие продажные стали. Я не могу в это поверить просто. Ну, что ж, это бывает. С миллионами людей? Ну что, самое важное продажное, а Ну, остальные хорошо. сидят. Ну, хорошо. Можно с вами, да, поговорить? Можно. Меня зовут Сердар. Я Туркмен, из Туркменистана. Тоже борюсь против диктатора. Лицо ваше показывает. Да, можно пока. У меня оно там, если определенным... Ну, то буду очень весьма благодарен, что вы делаете мне. И вот представьте себе, это Денис. Да, меня Денис зовут. Денис. Вот смотрите, Денис, да? Ситуация какая? Есть силы зла, и есть силы добра. Мы все в детстве читали сказки, конечно, что такое, что такое. Но когда мы реально там, я не знаю, вы верующие или нет, я не хочу затрагивать ваши индивидуальные места, но думаю, пришел тот час, когда люди должны уверовать в истину и с этим сделать шаг вперед. Понимаешь? Да. Ведь у атеиста спрашиваешь, в что ты веришь? Он говорит, молекула произошла в воде, из молекулы появился человек. Ну хорошо, человек. А другие виды животных, кто научил нас их кушать баранов, других животных, там, волков, собак, кошек не кушайте, кушайте эти. Понимаешь? Согласен? Согласен, но зависит. Я думаю, что кушать научил голод. Я не знаю, вот в нашей религии, например, говорится, я исповедую ислам, но одновременно изучаю и Тору, и Библию, и имею уважение ко всем пророкам, ну, потому что мы все от Адама и Евы. Это и Тора, и Библия, и Мухаммад, и Коран, все вместе. Это все вместе. И тут просто получается вопрос. Вот в 21 веке живем, да? Сотовую связь придумали в 95-96 году. Уже имели сотовый телефон. И вот вам сейчас предоставят
iPhone 15 или 16 какой здесь. И телефон 96 года модели, сотовый, но из золота. Какой выберешь? Но это ты не можешь продавать, ты должен пользоваться. Какой тебе будет выгоднее знать все? Знать все, ну, чтобы информацию посмотреть, то, наверное... Думаешь, продашь этот телефон золотой, и если его можно купить, ты на нем много заработаешь? Нет, ну просто смотря для каких целей. Если просто для связи... Жить. Ну, слушай, ежедневное житие, бизнес, деньги, все это, я же говорю, 21 век. Ну, в таком случае, ну, который новый. Конечно, возьмешь iPhone, он еще и лучше, еще и можешь на такие золотые типы заработать даже, да. Имея его. Да. Ну и представляешь. Там 6 тысяч лет назад. Тора 2020 лет назад. Библия 1445 лет тому. Коран. 3 религии от одного Бога, которые все говорят, я на самом Богу. Уверуйте в судный день. Все будут воскрешены. И Авраам святой, и Моисей, и Иисус, и Мухаммад, они все об этом говорили. Даже те пророки, о которых мы не знаем. А их было 124 тысячи. И как вы думаете, вера вот это вот в человеке. Смерть-то меня еще не придет. Я что-то чувствую, что буду жить вечно. Это вот есть психологически доказано наукой, что люди так думают в основном. Мы из крови и плоти должны кушать, питаться, чтобы поддерживать организм. Жизнь. Значит, получается, все умирают. И когда полякам задают такой вопрос, вот 2 года я здесь, значит, как вы думаете? Вопрос по поводу смерти? Да, вот, смерть исхода, она у всех будет этот вкус. Потому что она будет уходить отсюда и так говорят, что все попробуем смерть на вкус. И тут возникает это, как его... Запутался. Я лошадь хотел спросить, и тут начал это объяснять, и забыл, о чем говорил. Это что? Вопрос, да, смерти. Что человек должен делать? Для какой цели он должен жить? Хорошо, атеист, религиозный, нерелигиозный, мусульмане, христиане, буддист, кришна, не имеет разницы, людоед. Человек, гуманоид, умираешь. Какая-то цель есть. Что должен делать человек? Ну хорошо, не верить. Но что должен человек? Вот как вы думаете, 99% из них что мне ответили? Что обычный человек должен делать? Ну, должен жить хорошо, чтобы людям убивать хорошо. Повиннішому творчість доброго. Одно слово. И как они это слово сказали, просто и это все уже в себя берет. И больше солидарным. А солидарность это терпеливость. Да, вот. Мой сосед, я его ненавижу. Там, или еще кто-то, я его не люблю. Но сегодня вопрос стоит чего? Моего будущего, его будущего, его будущего и будущего всего это наследие детей. Значит, что надо сделать? Просто сделать один шаг. С верой в Бога. А когда с верой в Бога идешь, если идут 2 человека, 3-й Бог, понимаешь? Если идут 1000 человек, то это умножай просто на 10 раз и все. Или на 100 раз. Потому что вот у нас есть как вера, с верой в Бога, с верой в Творца Аллаха, когда идут, если у вас 10, говорит, верующих, да? Он и христианам это говорит, и евреям говорит, и мусульманам, всему человечеству говорит. Так показывают во всех этих религиях, можете поинтересоваться. Когда вы идете с верой в Бога против зла, то если у вас 10, вы победите 100. Если у вас 20, вы победите 200. А если у вас 1000, вы победите 100 000. Понимаешь? И это доказано в истории человечества. Римская империя. Кто их уничтожил? 20 000 туркменов. Сколько-то тысяч лет назад. А сегодня они это вспомнили и решили уничтожить туркменов. И поставили там у себя клоуна своего, с которым все ищут. Говоришь потом нам. Здесь? Ну, можно по дороге. Окей. Мило было поздно, Денис. Верьте, и все будет. Главное, с верой делать шаг. Хорошо. Выключить? То всем до свидания. До свидания. Закрываю эфир. Меня, кажется, будут арестовывать.